Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерацию. Рабочие встречи главы государства проходили с 11 по 19 декабря в Москве. Программа визита включала совещания в администрации президента и правительстве Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Аслана Бжания и Владимира Путина с 12 ноября в Сочи. По завершению визита Аслан Бжания дал интервью международному информационному телеканалу Russia Today. Глава государства ответил на вопросы ведущего журналиста телеканала Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуацией на Южном Кавказе и многом другом. Смотрите интервью президента в нашей программе после выпуска новостей. Утром 21 декабря часть столицы осталась без электричества. На подстанции Сухум-1 проходят плановые ремонтно-восстановительные работы по замене трансформаторного выключателя Т2. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. С октября на подстанции ведутся плановые работы по замене старого оборудования. Сейчас здесь устанавливают новый выключатель трансформатора Т2. В работе задействована специальная техника. В котловане уже установлены бетонные основания и опоры, на которые будет крепиться выключатель. Некоторые выключатели 50-х годов, некоторые выключатели 80-х годов, они уже устарели морально. И поэтому заменяют на новые выключатели или газовые. Они современные, немецкого производства Siemens, и их доставили с Германии вот буквально тоже 2 месяца назад, и с этого момента мы начали их устанавливать. Все оборудование, которое здесь в наличии, это все по инвестпрограмме, оно уже давно было запланировано и устанавливается по плану, по которому у нас уже был выработан каждый выключатель примерно, я как и говорил до этого, от 4 дней до недели на каждый выключатель. Это выемка грунта, установка бетонного основания, установка опор под выключатель, установка самих выключателей, плюс испытание этих выключателей вне зависимости от данных немецкого производителя. Они дают нам свои проходные токи, но наши специалисты их перепроверяют. Если оно соответствует, то мы включаем и вводим его в работу. На подстанции Сухум-1 уже установлены 5 выключателей. Необходимо заменить еще 3. Работы по установке каждого из них занимают от 4 дней до недели. Придется потерпеть вот так по 2 часа для установки нового оборудования на всей подстанции. По словам Дениса Цвейба, подстанция Сухум-1, пострадавшая 5 декабря в результате пожара, работает в штатном режиме. Все отходящие линии работают в штатном режиме. Возможно, какие-то аварии могут происходить. Это уже в городе по линиям, которые уже от нас не зависят никак. Мы это никак не можем контролировать. Мы видим только, если что-то отключилось, мы сообщаем, что у нас что-то отключено, и дальше уже филиал Черноморэнерго СУЭС по городу Сухум, они уже проверяют, какая линия повредилась и что случилось, а после этого они устраняют эту проблему, эту аварию, так скажем, а потом мы включаем. Это уже мы не можем контролировать даже и по времени. Сколько у них, может, 15 минут займет, а может займет и 3 часа, как вчера было. По словам специалистов, ремонтные работы будут завершены до конца нынешнего года. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в МЧС Абхазии поступил сигнал о возникновении очага коронавирусного заболевания в одном из сел Кадорского ущелья. Была сформирована бригада сотрудников медицинского управления МЧС с тест-пробами, которая вместе с министром по ЧС Львом Квициня экстренно выехала на место. По приезду было проведено тестирование, в результате которого у 5 жителей Кадорского ущелья был выявлен коронавирус. Их состояние здоровья оценивается как средней тяжести. У одного из заболевших в течение 11 дней держалась высокая температура. 3 зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум. 2 остались на домашнем лечении и самоизоляции. В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек. По словам сельчан, необходимыми медикаментами они в основном обеспечены. Ситуация с коронавирусом, в частности в Кадорском ущелье, находится на личном контроле у премьер-министра Александра Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
В управлении образования столичной администрации прошло совещание руководителей школ Сухума, посвященное вопросам продолжения учебы после отмены карантинных мер. Из 16 школ Сухума в 9 обучаются более 700 учащихся. 7 школ считаются малочисленными. В малочисленных школах есть возможность при соблюдении всех предписаний СЭС заниматься ежедневно, разделив учащихся на 2 смены. Школы средней и высокой загруженности предлагают вариант 3 на 3. В понедельник, вторник и среду будут заниматься учащихся средних и старших классов, а в четверг, пятницу и субботу – начальных. При этом классы, где обучаются более 20 учащихся, предлагается разбить на 2 группы, а сам учебный процесс проводить в 2 смены. Возможность возобновления учебного процесса в школах в середине января 2021 года обсудили министр просвещения, языковой политики Инна Алгабля и министр здравоохранения Томас Цахнаки. Особое внимание они уделили условиям, при которых это будет возможно. Не думаю, что будет целесообразным, тем более есть риск несоблюдения этих мер. Вот, просто, скажем, дома спокойно по-домашнему отметьте, а дай бог, с 12 числа, если мы все, да, общество наше, сможем это реализовать, эти меры, да, то, пожалуйста, будем только этому рады, чтобы мы пошли в школу. К середине января, думаю, тенденция будет достаточно положительная. Мы сможем уже рассмотреть вот то, о чем я вам сказал. Частично, да? Частично, да. А если нет, то продолжаем тогда да? будет очень сложно. Все будем по ситуации, потому что она не всегда предсказуема, к сожалению. Ну, если коротко, все в наших руках. Да. Если мы соблюдаем, то это, как в Китае, можно прям локализовать. Если те же родители детей, школьников там и так далее, их родственники хотят пойти в школу, они должны строго выполнять наши указания. Да. Новогодние праздники, как это положено, должны пройти в семейном кругу. Да, тихо, мирно, дома, да. тихо, спокойно. К сожалению, пандемия, она вносит свои коррективы в жизнь. В том числе и праздники, и всякие эти мероприятия. Всегда проводили все эти новогодние торжества, это один из любимых праздников, но у нас другого выхода нет, к сожалению. Поэтому уж лучше как-то нам более скромно подойти к этому вопросу. На улице какие-то там, если они организуют для детей новогоднюю елку где-нибудь на площади, например, и то с соблюдением соответствующих норм. Дистанция, ношение маски, никаких кучкований, вот этого быть не должно. Это же расходные материалы, они все это будут, соответственно, в течение года, да, и тратить, там, и санитайзеры, там, да, и антисептики. Вот, поэтому, как вы считаете, будет ли у нас такая возможность поддержать вот, материально-технически? Ну, новый бюджет уже должен быть, это 2021 год, естественно. Там предусмотрены все эти расходы, может быть и в регионах также местный бюджет и республиканский бюджет. В любом случае будут найдены источники, чтобы это обеспечить. Компьютерный томограф, установленный в республиканской больнице в Сухуме, работает исправно, но в последние дни был отключен из-за перебоев с подачей электричества. Как отметил заведующий отделением рентгенографии ЦРБ Аслан Берзеня, бесперебойный источник питания не справлялся с частыми отключениями, высоким напряжением и переходил в аварийный режим. По словам Берзеня, на данный момент проблема устранена. КТ у нас работала всегда в республиканской больнице. Проблема была с подачей тока к самому томографу. Стабилизатор, который огромный у нас стоит, вот в нем была проблема. Проблема была в непостоянном токе, который к нему подходил. Из-за нарушения последовательности фаз он включался в аварийный режим, что приводило к отключению всего оборудования. Вот. Сейчас эту проблему устранили, он работает, да, в штатном режиме. Для стационара, для онкологических пациентов всех принимаем по записи, все как обычно.
Абхазским фондом «Айтгларац» организован сбор средств для борьбы с COVID-19 в Абхазии. К этой кампании подключились многие представители абхазской и черкесской диаспор в Турции и Великобритании. Руководитель фонда Бихидже Абакба обратился к сотрудникам ЦГП с просьбой помочь в определении нужд, закупке и доставке медицинского оборудования для медучреждений Абхазии, занимающихся лечением коронавирусных больных. В результате переговоров с медиками из Гудаутского госпиталя, Сухумского амбулаторного центра и военного госпиталя в Агудзере соразмерно с собранной суммой благотворительных средств были составлены списки необходимого медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты для работы с ковидными пациентами. В парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, министр иностранных дел Даур Ковя, представители политических партий и общественных организаций. Главной темой встречи стало обсуждение недавно утвержденной концепции о внешней политике Республики Абхазия. Да, безусловно, в обществе, среди общественных организаций отдельные пункты значит, вызывают разногласия и вопросы, и формулировки. Однако должен отметить, что это первая современная концепция внешнеполитической деятельности Республики Абхазия, которая была инициатива, которая принадлежит нам всем вместе присутствующим, в первую очередь, общественным организациям, коллегам, депутатам. На прошлом расширенном круглом столе мы как раз в резолюции указали, что предлагаем руководству страны принять такого рода концепцию. Я реально хочу, чтобы у нас была идиллия, хотя бы во внешней политике. Вот здесь у нас нет никакого морального права идти вразрез друг к другу. Здесь у нас должно быть мнение одно. А чтобы было мнение одно, не надо врать, что там кто-то обсудил, что это все прошло. Наверное, все-таки можно было время потратить, все-таки эту ситуацию обсудить со всеми. Разные, конечно, были бы мнения, высказывания, но я думаю, что мы пришли бы к общему мнению. Единственное, что мы неоспоримо можем говорить, что мы признаем республику, то есть такое государство, как Грузия, правильно же? Мы же никто не оспаривает, что есть такая страна Грузия. Я думаю, что мы свою государственность тоже признаем. Правильно? Единственное, в чем я вот здесь вот согласен, на самом деле, если у нас есть Республика Грузия, есть Республика Абхазия, у нас должна быть государственная граница, которой у нас до сих пор нет. Мы иногда так себя ведем, как будто у нас административная граница, и все для этого делаем. Если у нас есть государственная граница, значит, все соответствующие службы должны там стоять, и не просто стоять, а именно заниматься своей профессиональной деятельностью. Мировое сообщество и Грузия, кроме стран, нас признавших, отвергают даже тот очевидный факт, что мы после такого кровопролитного конфликта вернули на свою территорию более 50 тысяч беженцев. Никто это не признает. Ни ООН, ни Грузия, никто не признает. Оказывается, мы никого не вернули. Мы все понимаем, что если бы не было этих беженцев, граница между Грузией и Абхазией была бы закрыта наглухо. И никакие программы грузинских властей не имели бы перспектив реализации в Абхазии, и никакой пятой колонны они не создали бы. Но идя навстречу пожеланиям международных организаций и в гуманитарных целях, учитывая, что гальцы, как граждане Грузии, получают пенсии, пособия на территории Грузии, посещают родственников, мы всегда обеспечивали благоприятный режим для перехода через КПП «Ингур». Хотя сейчас, когда Грузии понадобилось из-за пандемии, они уже более 6 месяцев держат границу на замке. И не думают о положении гальцев, как им получать пенсии или пособия. Но это им надо. Наше доброе отношение привело к тому, что Грузия, используя население приграничных районов и благоприятный режим на границе для решения своих политических целей по вовлечению Абхазии в состав Грузии. АРУАС считает, что любые переговоры вне рамок женевских дискуссий, за исключением переговоров по вопросам энергетики с грузинской стороны, можно проводить после отмены закона Грузии об оккупированных территориях, ну и еще лучше признание независимости Абхазии. Я всегда говорил то, что я думаю. То, что, с моей точки зрения, лучше для нашего народа и нашего государства.
в отличие от тех, которые говорят то, что нравится большинству. Это тоже политики. Но у меня другой стиль мой политический. Поэтому я говорил то, что считаю нужным и полезным, и буду продолжать. То, что здесь обсуждение было, это очень хорошо. Но я не могу со многими вещами согласиться о том, что это было кулуарно сделано, с нарушениями какими-то и прочими. Процедуры были необходимы, об этом, наверное, министр сам скажет, проведены. Если парламент получил этот документ и тогда не считал, что он такой важный, что нужно сесть и обсуждать, а вот сейчас, когда уже принято было, вот тогда решили, что это очень важно, то это не вина исполнительной власти, не вина президента. На Совете Безопасности у меня есть протокол, все проголосовали единогласно, обсуждали эту концепцию, так что это не было тайно и кулуарно сделано. Сегодняшняя тема, как я ее услышал, как мы поняли, посвящена вопросам принятой концепции. И основной пункт этой концепции – пункт, где говорится о вопросах урегулирования взаимоотношений с Грузией. Я бы хотел обратить внимание на что? Пункт 2.3, второй абзац. Посмотрите, пожалуйста, где говорится о том, что Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия. О чем идет речь вот здесь? О возможности, о том, что мы допускаем возможность создания дополнительного формата. Ни в коем случае мы не ведем речь, Тимур Хухутович, о том, чтобы произвести подмену женевского формата. Это абсолютно другая вещь. Женевский формат, если вы обратили внимание, мы всегда заявляем о важности проведения женевского формата. И мы считаем, что этот формат на сегодняшний день очень важен, и мы будем его продолжать. Что касается возможности проведения переговоров, как здесь тоже звучала мысль о том, что это будет формат тет-а-тет, без посредничества и на территории третьей стороны. Здесь об этом не говорится. Мы не говорим о том, что мы будем вести формат переговоров тет-а-тет. Мы, естественно, говорим... Тимур Хухутович, одну минуту, я закончу. Понимаете, мы можем в документе отразить все, что мы думаем. Но давайте зададимся вопросом, пойдет ли это на благо, или это заранее остановит какие-то процессы. Вот Кан Валерьевич задал вопрос, какие у нас отношения сегодня с МИДом России, обсуждалась ли эта тема непосредственно в рамках координации внешней политики между Россией и Абхазией. Кан Валерьевич, мы очень часто обсуждаем вопросы, и не только в рамках вот этого механизма, который у нас есть. Мы прекрасно понимаем, здесь все присутствующие знают о тех угрозах, которые сегодня стоят перед нашей страной, в том числе и военные угрозы. И я вот хочу вас уверить, я вот говорю открыто, что сегодня и вчера, и завтра не будет ни одного ни президента, ни министра иностранных дел, который в своих действиях допустит какую-то минимальную возможность, которая может принести ущерб стране и ущерб народу. Расширенный репортаж заседания парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. В понедельник с утра в Сухуми начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей. Масштабные работы по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям проводились на улицах Гулия, Джонуа и Абазинская. В связи с этим были перекрыты многие центральные улицы города и не работал центральный рынок. На месте работ побывала Сария Кварцхелия.
За несколько месяцев были завершены работы по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей в рамках реализации проекта по инвестиционной программе на улицах Джонуа, Абазинская и Гулия. Оставалось лишь переключить старые водопроводные трубы к новым сетям, что и было сделано в понедельник. Назрела проблема и назрела насущность, чтобы сделать так, чтобы эти трубы были подключены в существующую городскую сеть. Поэтому для того, чтобы наших граждан не обременять проблемами, связанными с отключением воды, было принято решение в один день провести масштабную работу, провести подключение на 27 перекрестках для подключения этих новых пластиковых труб к существующей водопроводной сети. Очень надеемся на то, что погода нас не подведет, и мы сегодня сможем выполнить задуманное, и горожане тоже с большим пониманием относятся. Стараемся минимизировать все издержки и все проблемы, связанные с передвижением, но есть вещи, которых многих не избежать, поэтому мы очень надеемся на понимание людей. Чтобы рабочие смогли оперативно приступить к подключению новых труб, как известно, в магистральных трубах не должно быть воды. Если в верхней части города от железнодорожного полотна и эстакады вода сходит быстрее, то в нижней части медленнее. Чтобы вода сошла быстрее, было решено отключить общую подачу воды еще в воскресенье вечером. В среднем на одну врезку, то есть подключение к новым сетям, в зависимости от сложности работ, предусмотрено от 3 до 4 часов. При этом, как говорят специалисты, они сталкиваются со сложностями. Сталкиваемся с такими моментами, как подземные коммуникации, то есть высоковольтные кабеля, связь, это все нужно обходить, это жизненно, это опасно, если мы что-то зацепим. Так как есть очень много трудностей, немножко, они мешают, но в любом случае сегодня мы планируем все закончить, даже если будем работать сутки. У нас работает порядка 10-11 единиц техники, это фронтальные погрузчики, это колесные гусеничные экскаваторы, самосвалы для вывоза грунта. Грунт полностью меняем на всех участках, где работаем. Полная замена грунта. Для проведения единовременного подключения на 27 участках сформированы 11 бригад, которые работают автономно друг от друга. Предусмотрены разные варианты сложности, а также закуплено необходимое оборудование для оперативного решения задач. Что касается новых труб, которые уже уложены, то они соответствуют всем современным стандартам качества. Гарантия на эти трубы, она определяется своей плотностью, вязкостью и тем, что эти трубы, они не подвержены ни коррозии, ни гниению, как допустим, железные или чугунные, трубы. И поэтому определяемый срок производителям где-то около 30 лет этих труб. Я так думаю, что при нынешнем качестве работ эти трубы будут лежать очень долго. Наш подрядчик, производящий работы по замене пластиковых труб и всех инженерных сетей, Astoria Аквасервис, достаточно качественно производит эти работы, и очень надеемся на то, что у нас не возникнет проблем, связанных с тем, что потом в дальнейшем придется как-то полностью отключать город для того, чтобы устранить какую-то небольшую неисправность, а именно можно будет как-то секторально это все отключать. И поэтому все, что на сегодняшний день задумано и ведется, все эти работы, это имеет огромнейшую перспективу в дальнейшем на будущее, что наши сети просто наконец-таки приобретут нормальный, качественный вид, и все жители будут очень довольны. На 20 перекрестках столичных улиц, в том числе Гулия, Джонуа, Дбар, Воронова, Лакоба, Когония, Басария, Абазинская, Арзенба, в понедельник проводились работы по подключению водопроводных труб к магистральным сетям. В связи с масштабными работами в Сухуми было ограничено движение общественного и личного транспорта. На сутки остановлена подача питьевой воды. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Министерстве просвещения и языковой политики проводят экзамены по абхазскому языку для лиц, претендующих на получение гражданства Республики Абхазия. В понедельник экзамен сдали 3 человека. Как известно, одним из условий получения гражданства Абхазии является знание абхазского языка и Конституции. Экзамен проходит в тестовой форме, 20 вопросов и варианты ответов к ним. Есть предложения с цифрами, которые нужно написать словами, чтобы стало понятно, умеет ли экзаменуемый считать на абхазском языке. Экзамен также включает беседу на абхазском языке с претендентами на получение гражданства. Всего в Министерство с 2015 года было подано около 100 заявлений. Экзамен сдали 8 человек.
Глава администрации Сухума Беслан Эшпа подписал распоряжение о запрете на проведение банкетов по случаю Нового года и Рождества в целях защиты населения от распространения на территории города Сухум вируса COVID-19. Согласно распоряжению, в 2020 году и в январе 2021 года запрещены организация и проведение торжественных мероприятий в закрытых помещениях, а именно банкетов, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества. Более 15 тысяч защитных масок подарили депутаты Сухумского городского собрания, Управлением образования и культуры, Департаменту по делам молодежи и спорта, столичной администрации, а также работникам УВД. Как сообщает пресс-служба городского собрания, маски будут использованы в период проведения городских новогодних мероприятий. Координационный союз организаций русских соотечественников в Абхазии, объединяющий 19 организаций в предновогодние дни, раздаст более 1200 подарков. Мероприятия пройдут при поддержке Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и посольства России в Абхазии. Акция продлится до 30 декабря. Некоторые организации, входящие в КСОРС, проведут театрализованные вручения подарков с участием Деда Морозов и Снегурочки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 7-12 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.